Здравствуйте, в эфире информационная программа «Алату», в студии Мирбек Молдакунов и Светлана Ахматалиева. В ближайшие 40 минут мы вам расскажем о наиболее заметных событиях уходящего дня. И вначале коротко главное. Пропусти спасателя. Культуру и сознательность автолюбителей проверили дорожные инспекторы в ходе рейда «Маяк». Безопасный город. Когда начнется реализация проекта в столице, а вместе с ней и установка камер видеонаблюдения? Бишкекский горсуд рассмотрел ходатайство защиты Сапара Исакова об изменении меры пресечения. Какое решение вынесла Фемида? Устаревшая сельхозтехника, нехватка поливной воды. С какими еще трудностями сталкиваются крестьяне? В Кадамжайском районе приступили к уборке пшеницы. Реализация проекта «Безопасный город» в Бишкеке начнется осенью этого года. Об этом в парламенте сообщил первый вице-премьер Кубатбек Бурунов. В течение месяца будет объявлен конкурс. Осенью начнется установка камер видеонаблюдения за дорожным движением. О сроках реализации проекта и о других вопросах, которые интересовали нардепов, в материале Дианы Мамековой. Выезд за стоп-линию, превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную линию, нарушение линии разметки и правил парковки. Это главные плюсы камер фото- и видеофиксации, которые планируют установить в рамках реализации проекта «Безопасный город». На первом этапе акцент будет сделан на снижение количества нарушений и ДТП. Камеры, установленные на первом этапе, будут выявлять 6 видов нарушений. Но есть возможность довести количество выявляемых нарушений до 14. В настоящее время в столице в тестовом режиме работает 4 камеры и показывают неплохие результаты. К следующей неделе будет готова ТЭУ, и, завершив остальную документацию и проведя конкурс, можно будет запускать проект уже осенью. «Безопасный город» будет реализован в 2 этапа. Первый этап – конец 2019 года. Проект охватит столицу, трассы Бишкек-Аэропорт-Манас, Бишкек-Чалдавар и Бишкек-Кемин. Второй этап планируется реализовать в 2019-2020 годах. Тогда будут затронуты города Ош, Джалалабад и близлежащие дороги. О реализации программы, которая обеспечит безопасность Бишкека, говорят давно, но так и не осуществляется, поинтересовался депутат Эмиль Тохтошев. Уже несколько правительств работали над этим проектом. Вообще, возможно ли его реализация? И вот что интересно, разные названия. То «Умный город», то «Безопасный». Над каким проектом идет работа? «Умный город» – большой проект, в котором есть много компонентов. «Безопасный город» – один из его компонентов и составляет 10% всего проекта «Умный город». В Джогорку Кенеше также призывают увеличить размеры штрафов за вождение в нетрезвом состоянии. Ведь сегодня многие ДТП происходят именно из-за этого. В Казахстане штраф за вождение в нетрезвом состоянии составляет $3000. В России от 100 тысяч рублей и выше. В Таджикистане недавно увеличили сумму штрафа. А у нас по сравнению с ними мизер. Если мы в скором времени внесем и рассмотрим это, то коллеги поддержат, я считаю. Если инициатива найдет поддержку, то мы спасем много жизней. Безопасный город затрагивает многие аспекты. Это не только правила дорожного движения, но и выдача водительских удостоверений, поведение самих инспекторов и так далее. Поэтому депутаты предложили при реализации проекта рассмотреть их предложения. С правительства осенью будет спрос о проделанной работе, поэтому тщательно поработайте над этим проектом, так как безопасность граждан превыше всего. В правительстве напомнили, что не планируют финансировать «Безопасный город». Проект будет отдан частной компании, которая будет продавать правительству материалы по зафиксированным нарушениям ПДД. Государство же готовит систему управления, которая будет у предприятия «Инфоком». Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев. Общественный, Первый канал.
А тем временем в Бишкеке автолюбители стали чаще пропускать машину со спецсигналом. Тех, кому еще не пришло осознание возможности их работы, продолжают учить этому простому правилу. Наша съемочная группа приняла участие в еженедельном рейде «Маяк», который прошел в столице. Автомобили со спецсигналами и символикой аварийно-спасательных служб пользуются приоритетом на дорогах. Но в Бишкеке чаще всего другие участники дорожного движения не пропускают эти машины. Мы сегодня выясним, так ли это на самом деле. Мы поехали по центральным улицам столицы. Большинство водителей уступали дорогу спецмашине, но не все. Например, водитель БМВ не посчитал своей обязанностью уступить дорогу пожарной машине, за что и был справедливо оштрафован. По словам сидевшей за рулем девушки, она не увидела машину, потому что слушала музыку. Зачем он каналга чыкар? Болгон музыку көрүп, сразу көрдүм, анан сыртка бияка бурчка чыктым. Эмошонда камера тартасы странно. По статье 231 Кодекса административной ответственности, ну, сумма штрафа, конечно, невелика, она 500 сомов стоит, ну, сам штраф. Но, тем не менее, хочется повысить профилактического характера, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения элементарные. По идее, пожарный расчет должен прибыть на место за 4-7 минут. На деле это в большинстве случаев не так. Автомобили игнорируют спешащую на вызов спецмашину. Очень много было случаев, когда именно из-за пробок на дорогах мы опаздывали на вызов. Потом люди винят нас в плохой работе, что, конечно, не так. В основном нарушает это молодежь и наши женщины, к сожалению. Они не смотрят по сторонам, когда начинают маневры. Многие из них едут и пользуются мобильным телефоном. Пользуясь случаем, хотелось бы призвать всех водителей, чтобы строго соблюдали правила дорожного движения. Как всегда, их всех ждут дома. За время рейда «Маяк» было составлено 17 протоколов о нарушении правил дорожного движения. Правда, сознательность водителей в последнее время выросла. В этом мы убедились сами. Отчасти это случилось благодаря еженедельному рейду сотрудников дорожной милиции, которые совместно со спасателями и медиками скорой помощи пробуждают чувство ответственности у безалаберных водителей. Так постепенно мы можем прийти к западным стандартам, когда, завидев машину скорой или пожарной, водители на минуту забывают о своих делах и делают все, чтобы спецмашины проехали беспрепятственно. Алтынбек Таланбеков, Общественный, Первый канал. К другим темам. Ход реформы избирательной системы и задачи дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере обсудил президент Сооронбай Жээнбеков с председателем ЦИКа Нурджан Шайлдабековой. Она рассказала главе государства об итогах деятельности рабочей группы по совершенствованию избирательной системы. Проект стратегии был обсужден во всех регионах, до конца июня будет вынесен на общественное обсуждение. Позже будет представлен на рассмотрение Надсовета по устойчивому развитию. Жээнбеков сделал акцент на активизации работы, отметив необходимость внесения изменений, которые снизят риск подкупа избирателей и повысят доверие народа к выборам. Изменения в избирательное законодательство необходимо внести задолго до следующих выборов и разъяснять его участникам, чтобы партии и избиратели имели возможность изучить его и начать планомерно готовиться к выборам, что поможет сформировать доверие народа к избирательной системе, подчеркнул президент. Скончался депутат Жогорку Кеңеша Нурланбек Кадыкеев. Нардепу было 48 лет. Кадыкеев родился 21 января 1970 года в селе Кочкор Кочкорского района Нарынской области. Он представлял фракцию «Кыргызстан» и входил в комитет по экономической и фискальной политике. Сегодня в парламенте почтили память депутата минутой молчания. Мен Макеев Нурланбек Кадыкеевич Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Своей присяге народу Нурланбек Кадыкеев преданно следовал всю жизнь. Депутат сам из народа. Он начинал простым автослесарем на малой родине, упорным трудом достиг больших высот, возглавлял крупные компании. Достигнув высот в бизнесе, он начал работать на госслужбе. До избрания в нардепы Кадыкеев руководил таможней Манас. 28 октября 2015 года был избран депутатом Жогорку Кеңеша 6-го созыва от партии «Кыргызстан».
Лидер фракции Алмазбек Батырбеков вспоминает его как патриота, который внес большой вклад в экономическое развитие страны. Вместе с тем Кадыкеев был порядочным, человечным и дальновидным человеком. Он был человеком, которому можно было доверять. Его все уважали, потому что таких опытных профессиональных людей мало. Опытный бизнесмен легко справлялся и на политической арене. Друзья и близкие вспоминают его как человека верного слову, честного, искреннего друга. Несмотря на высокие должности, которые он занимал, Кадыкеев всегда оставался простым и добрым человеком. Он сам по себе был по жизни оптимистом, очень таким предприимчивым, и для кыргызского народа тоже много чего сделал. Вот такая судьба, мы его потеряли, друга близкого, родители он, живые, здоровые, жалко их очень потерять такого сына в семье, тем более он самый младший был в семье. В парламенте, где он представлял фракцию «Кыргызстан», Кадыкеева почтили минутой молчания. Нурланбек Кадыкеев обратился в одну из больниц Стамбула с жалобами на сердце. Однако, несмотря на все предпринятые меры, депутат умер 12 июня от инфаркта. У Нурланбека Кадыкеева остались жена и 2 детей. Зарема Мусаева, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал. В Кадамжайском районе Баткенской области открылось совместное кыргызско-таджикское предприятие. На новом производстве по переработке овощей и фруктов будут трудоустроены порядка 30 человек. По предварительным данным соглашения, вся выпускаемая продукция будет экспортироваться в Казахстан и Россию. О перспективе и особенностях нового СП Усен Курбаев. Открытие перерабатывающего предприятия учкургонцы ждали с нетерпением. В сельской глубинке безработных молодых женщин хватает. Одна из них – домохозяйка Мадина Азимова. По ее словам, здесь многие знакомые нуждаются в дополнительных источниках пополнения семейного бюджета. Здесь работают 20 женщин. Открытие предприятия стало выгодным для всех. Дома сидели без дела. В зависимости от загруженности будем получать заработную плату. Я, например, очищаю абрикосы и готовлю их для дальнейшей переработки. Если раньше крестьяне высушенную продукцию вывозили на продажу в малом объеме и далее реализовывали в соседние страны, то нынче фрукты оптом сдают на переработку. В Баткене созрели фрукты, и продукция в основном пропадает. Мы ее принимаем. Здесь мы можем перерабатывать яблоки, абрикосы, шиповник и многое другое. Спрос на продукцию огромный. Для работников на предприятии созданы все условия. Для открытия кыргызско-таджикского совместного предприятия было выделено более 16 миллионов сомов. С открытием подобных предприятий увеличится поступление в бюджет, люди получат работу. Постепенно жизнь в отдаленном регионе будет улучшаться. Приобрести оборудование помогла международная организация, а строительство производственного здания завершило совместное предприятие. Усен Кульбаев и Улджан Тураева, Общественный, Первый канал, Баткенская область. А тем временем в Кадамжайском районе приступили к уборке пшеницы. Под озимые и яровые зерновые колосовые здесь отведено 2860 гектаров. Перед началом уборочной страды в каждом аэрном округе создан штаб. Между тем, из-за устаревшего парка сельскохозяйственной техники и недостаточного обеспечения поливной водой крестьяне ежегодно испытывают трудности, рассказывает Усен Кульбаев. Алмазбек Маркулов отвел под озимую пшеницу в октябре 3,5 гектара. Сейчас баткенский крестьянин одним из первых в республике приступил к уборке зерна. Алмазбек возлагал большие надежды на урожай, однако из-за нехватки поливной воды урожай выдался бедным. Когда не хватает поливной воды, то зерна получаются вот такими неполными. Эти земли требуют много влаги и нужно очень много поливать, хотя бы 1 раз в неделю. Между тем, низкий урожай получили после того, когда была решена проблема с поливной водой. До этого из-за отсутствия влаги огромные земельные площади были заброшенными, но в последнее время поливную воду стали подавать в ограниченном объеме, поэтому и урожай получили в зависимости от соблюдения агротехнических норм.
Да, действительно, У нас, честно говоря, большие проблемы с поливной водой. Крестьяне говорят правду. Мы вышли из положения, установив в Бургандинском, Коджо-Кайрыкском и Нургазиево каналах трубопроводы. Можно сказать, проблема здесь разрешена. Кроме того, по информации представителей отдела аграрного развития района, при уборке урожая все испытывают трудности из-за изношенности сельскохозяйственной техники. Правительство разработало новый проект. Для крестьян при приобретении комбайнов созданы льготные условия. Крестьяне могут оформить комбайн по 2% на 10 лет. Поэтому мы попросили руководство области дать списки на приобретение техники. По информации аграрного ведомства, по республике строят водные объекты. И с их увеличением возрастет объем сбора урожая различных культур. Вера Черникова, Усен Кульбаев, Улджан Тураева, Общественный первый канал, Баткенская область. В столице почти 90% дубов поражено минирующим пилильщиком. Как говорят в Бишкек-Зеленхозе, причина в проблеме обработки деревьев, так как химические препараты применять нельзя. Как спасти дубы от паразитов, выясняла наш корреспондент Джибек Капарбекова. Это всеми любимый дубовый парк. И несмотря на то, что сейчас всего лишь начало лета, картина вокруг больше напоминает позднюю осень. Этому свидетельство вот такая вот опавшая, сухая, желтая листва. И это можно наблюдать здесь повсеместно. Всего в столице произрастает до 70 тысяч дубов, но паразитами заражены преимущественно деревья в центре города. Специалисты пояснили, что причиной порчи листвы является паразит – дубовый минирующий пилильщик. Личинки живут группами в широких, неправильная форма минах на листьях дуба. Отсюда и название – минирующий. Вот и старожил Бердибайки Ашбаев, любитель почитать книги в парке, жалуется, что сегодня здоровью городских легких уделяется мало внимания. Говорит, что прохлаждаться летом под сенью деревьев – спасение от жары, однако с каждым годом картина все печальнее и печальнее. Сейчас листья опадают гораздо раньше, чем наступает осень. Добрый Фрунзе всегда славился как зеленый город, но сейчас те деревья просто умирают на глазах. В таком состоянии дубы я никогда раньше не видел. Бишкек-Зеленхозе пояснили, что причина такого массового поражения деревьев – проблемы с их обработкой. Химические препараты для борьбы с насекомыми применять в городе нельзя, они опасны для человека. А вот эффективность биосредств совсем невысока. Сейчас совместно с научными работниками ищут новые подходы. Будем применять препараты в виде инъекции, то есть которые вводятся в дерево методом инъекции. На 4 участках в виде эксперимента. По результатам этих экспериментальной обработки инъекций там уже будет приниматься решение. Экологи с опытом, в свою очередь, говорят, что самый действенный метод – это создание условий для разнообразной флоры и фауны, чтобы паразитов были естественные враги. Один из очень эффективных естественных врагов у них – это пилильщик, наездник. Маленькое, значит, насекомое. Родственник пчеле. Птиц у нас вообще нет, не осталось. Если это делать действительно по всем правилам, то на это не нужно будет затрачивать вот эти миллионы сомов, а нужно просто дать возможность расти вот этим вот. По оценке экологов, на сегодня в Бишкеке вредителям поражено 90% всех дубов, а это значит, что их нужно срочно спасать. Джибек Капарбекова, Бактурсун Душимбеков, Общественный первый канал. Бывший премьер-министр Сапар Исаков останется под арестом до окончания следствия. Бишкекский городской суд не удовлетворил ходатайство защиты Исакова об изменении ему меры пресечения. Заседание горсуда прошло за закрытыми дверями. Адвокаты Сапара Исакова просили выпустить его под домашний арест. Но горсуд не удовлетворил ходатайство защиты. Под арестом экс-премьер останется до окончания срока следствия. По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Сапар Исаков был арестован 5 июня. Экс-премьер в этом деле фигурирует не случайно. Первые переговоры с китайской компанией TBA о модернизации ТЭЦ начались, когда он был замом рукаппарата президента и заведовал отделом внешней политики. По результатам работы депутатской комиссии, то есть было постановление Джугорку Кенеша, в котором рекомендовано правоохранительным органам возбудить уголовные дела в отношении лиц, причастных к данному факту. Здесь надо отметить, что Сапар Исаков меняется не то, что он был премьер-министром, а то, что переговоры с ТБА начались в бытность его
заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента. Напомним, масштабы коррупции в энергетике раскрыла авария на ТЭЦ, которая произошла в 30-градусные морозы в начале года. На модернизацию ТЭЦ было потрачено 386 миллионов долларов, но ожидаемых результатов реконструкция объекта не дала. Расследование по реконструкции на ТЭЦ началось незамедлительно. Этим воспользовались некоторые политические силы и интерпретируют ход следствия как политическое гонение. Такое мнение ничем не обоснованно, считают эксперты. Во-первых, политическим гонениям подвергаются оппоненты политических и государственных решений. Сапар Исаков не является оппозиционером, он был во власти. И сейчас выясняется, был ли причастен к коррупционным делам. А взят он под стражу, потому что домашний арест не дает гарантию того, что он не убежит за границу. Тем более тут идет речь об баснословной сумме. Политической подоплеки нет. Да? То есть это было пожелание со стороны Джогорку Кенеша. Плюс для этого были достаточно серьезные основания, и в частности показания тех фигурантов уголовного дела, которые были задержаны в рамках, уже после аварии на Бишкекской ТЭЦ. Да? То есть это и бывший глава энергохолдинга, это и бывшее руководство Бишкекской ТЭЦ и так далее. Компания TBA была выбрана без тендера, проект начался без ТЭО и сметной стоимости констатировала депутатская комиссия. ГКНБ предъявил обвинение, в котором говорится, что Сапар Исаков, используя свое политическое положение, вместе с группой лиц пролоббировал интересы иностранной компании, в результате которого государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Абсолютно непонятно, как был составлен бюджет, стоимость проекта и, соответственно, получен кредит на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ. И это, в принципе, в Уголовном кодексе есть 30 глава, называется «Служебно-должностные преступления». Там есть 303 статья, начинается коррупция, но есть статья 306 «Заключение контракта в ущерб интересам Кыргызской республики». Да? Ущерб от коррупции достигает сотен миллионов, а то и миллиарда. Как показывает практика, зачастую основными фигурантами должностных и экономических преступлений становятся чиновники. Государство объявило масштабную войну против коррупции, а Совбез пообещал, что наказание понесут все, вне зависимости от чина и ранга. Бермет Курманбекова, Алмаз Нурманбетов, Общественный, Первый канал. Оставлен в силе обвинительный приговор и в отношении Садыра Джапарова. Решение принято сегодня Верховным судом. Так, судебная коллегия оставила без изменений решение предыдущих двух инстанций. Напомним, Джапаров осужден на 11,5 лет лишения свободы за массовые беспорядки на Иссык-Куле в 2013 году. Информация о том, что в Кыргызстане вспышка бактериального менингита и уже погибло 2 детей, не соответствует действительности. Никакой эпидемии менингита в Кыргызстане нет. За 5 месяцев этого года зафиксировано всего 12 случаев бактериального менингита против 32 в 2017. Заболеваемость, наоборот, снижается в 2,5 раза. Сайка Султанкулова с подробностями. Фейковая информация о вспышке менингита начала активно распространяться в соцсетях кыргызского сегмента и WhatsApp-группах. На настоящий момент у нас в отделении лежит с менингитом ребенок. Это вирусный менингит, вирусный или так называемый менингизм. Но вот то, что пишут сейчас в соцсетях, что менингококк, менингит такого больного, у нас уже таких больных у нас что давно нету. С начала года за 5 месяцев, вот уже 6-й месяц идет, да, прошло только 2 случая. 2 случая. Так что то, что сейчас пишут в соцсетях, это неправда. В Министерстве здравоохранения не исключают, что, возможно, это на руку фармкомпаниям, которые продвигают вакцину. Частные медицинские центры уже воспользовались случаем и начали проводить вакцинацию 3-валентной вакциной. Стоимость от 1000 сомов и выше. Но вакцинации нет необходимости. В мире практикуются такие моменты, когда завозятся какие-то медикаменты. Обычно они сначала делают вот такой ажиотаж, чтобы народ именно закупал, именно делал вот эти вещи, да, и потом начинают рекомендовать какие-то там, может, такие цели есть. В Казахстане от менингита умерло 13 человек, но пик заболеваемости уже прошел и активно идет на спад, так как за последние 4 дня не было выявлено ни одного человека с менингитом. Кыргызстанцам бояться не стоит. Специалисты уверены, что менингит хоть и передается воздушно-капельным путем, но до границы Кыргызстана он не дойдет. Человек, который заболел, он не может двигаться, он не может сюда прийти, потому что он очень тяжелое заболевание.
Если ты заразился и заболел, ты уже считаешь, что ты уже в постели должна лежать. Поэтому я думаю, что оттуда сюда прийти, источник инфекции, это маловероятно. Впрочем, подцепить заразу можно где угодно. Возбудителями заболевания являются бактерии, вирусы и грибки. Начало болезни, как правило, острое, очень похожее на простуду. Все начинается с температуры, головные боли, рвота неукротимая идет, кожная гиперестезия, глаза болят на свет. И эти больные бывают очень тяжелые. Поэтому никакого самолечения. При первых же признаках болезни необходимо обратиться к врачу. Менингит дает очень серьезные осложнения. Он может стать причиной задержки умственного развития, нарушения основных функций мозга и всей нервной системы организма вплоть до инвалидности. Поэтому лечение должно быть своевременным. Сайкал Султанкулова, Чингис Джумагулов, Общественный Первый канал. Стань донором крови и помоги нуждающемуся. Под таким названием завтра в Международный день донора в торговом центре Гумчинар пройдет акция по сбору крови. Проводит ее ежегодно Республиканский центр крови и Национальное общество Красного полумесяца. Стать донором приглашают всех желающих, кто имеет возможность сдать кровь. Мы продолжаем совместный благотворительный проект КТРК и фонда Элим Барсанбы «От сердца к сердцу», где рассказываем о судьбах людей, чья жизнь зависит от нашей с вами помощи. Ахматбеку Металову 11 лет. С 3 месяцев он страдает сложнейшим нарушением функции кишечника. Несколько операций не принесли облегчения мальчику. Вся надежда на турецких хирургов, но чтобы попасть к ним на операцию, нужны деньги, которых у семьи Ахматбека нет. Рассказывает Елена Ткаченко. Практически с рождения Ахматбек Металов болеет болезнью Гиршпрунга, врожденным пороком развития пищеварительного тракта. Такое заболевание характерно тем, что человек не может самостоятельно опорожниться, что в свою очередь приводит к общей интоксикации организма, анемии и многим сопутствующим заболеваниям. Единственный вариант лечения – операция. В Бишкеке мальчику уже сделали несколько операций, но эффекта никакого. У нас в стране просто нет аппаратуры для этого. Мать Ахматбека Бактыгуль Металова обращалась в клиники Израиля, России, Казахстана, но везде ей отказали. Только турецкие врачи согласились принять Ахматбека, но лечение в Турции стоит 21 тысячу долларов. У матери-одиночки, которая воспитывает 3 детей, старший 11-летний Ахматбек, таких денег просто нет. Мой сын перенес столько боли, столько мучений. Я делаю все, чтобы ему хоть немного стало легче, но без операции он не выздоровеет. Он не может сходить в туалет по несколько дней. От этого отекает, покрывается пятнами. Я работаю швеей, снимаю квартиру. Родственники, конечно же, помогают, но на лечение в Турции мы никак не сможем собрать средства. Вся надежда на помощь сограждан. Ахматбек очень активный и веселый, любит спорт. Недуг не должен помешать ему жить нормальной жизнью. Все желающие помочь мальчику могут перечислить средства через Эльсом на номер 0772 00 20 15. Любая даже незначительная сумма может стать решающей. Кажется, что 50-100 сомов ничем не помогут, но если каждый перечислит хоть немного, то мы поможем Ахматбеку выжить. Кстати, деньги, собранные при помощи проекта «От сердца к сердцу» совместно с общественным благотворительным фондом Элим Барсанбы уже находят своих адресатов. Ранее мы показывали сюжет про малышку Нурпери. Первые собранные средства уже отдали ей на лечение. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей беде. Мы начнем лечение. Я рад, что у нас такой отзывчивый народ. Спасибо всем. Помогать легко. Только объединив наши усилия, мы поможем детям выжить. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Общественный Первый канал. Вечер памяти Айтматова состоялся в Национальной академии наук в рамках мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения писателя. Цель – популяризировать наследие Чингиза Айтматова, сформировать культуру чтения айтматовских произведений. Ученые, писатели и просто почитатели говорили о том, какой смысл хотел донести до своих читателей Айтматов. Кроме того, были показаны короткие постановки театра «Сахна» по произведениям Айтматова и презентована карта, в каких странах классик читаем и любим.
Айтматова назвали классиком литературы еще при жизни. Его произведения переведены на множество языков и изданы в 177 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров. Мы уточнили данные и создали первую подобную карту. И на этом у нас все. Эти и другие новости доступны в мобильном приложении «Ало-24». Главные политические, экономические и культурные события, свежие новости, аналитика, интервью и не только. Все это вы можете смотреть онлайн через приложение в своем мобильном устройстве. Будьте в курсе самых важных событий в стране с мобильным приложением «Ало-24». Далее информация о погоде на завтра, а мы желаем вам всего доброго. До свидания.